Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Стану над рекою, зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый лист резной. Здравствуй, парень, там мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. А смуглянка, молдаванка по тропинке в лесу шла. В том обиду он увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раскудрявый клен зеленый лист резной. Здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Вот как-то вот так. Конвой. Сердце трепетно шепчет мне в груди. Убежим домой. Хорошо, когда место у нас появилось, да? В людском холоде, в пробке суета. Да. А в родных местах, тысячи верстах жизни простота. Пусть провинция, пусть брутальная, рода не стыжусь. Самогон налью, и напьюсь. Гости сади, западаш, бурахмет. Здравствуй, Родина, песня звучит нам. Это Вячеслав Антонов, за глубинку песенка такая. Очень душевная песенка. Мне нравится. Ну, какие наши годы? Да. У нас все впереди. Это у нас только начало. Мы только-только перешли на тот берег сегодня. И уже поклевки есть. Есть, начало есть, хорошее. Начало есть, продолжение будет. И вы, друзья, это увидите одними из первых. Привет землякам передавай, Украина. Ага, Украина, привет. Да, Наталья Петченко, привет. да, Наталья Печенко, спасибо за привет. Я свою Наталью знаю в Донбасс. баталии. С Донбасса привет. Да, Донбассу привет. У меня в Донецке, в Волновахском районе 2 племянника живут. Авдеевка. А? Авдеевка. Авдеевка, да, привет всем. Потом писал Гоголь писал, где там? Диканька. Вот с Диканьки, спасибо. Да, будем смотреть сейчас Вий Гоголя. Диканьки вечера Да. потребли. Диканьки, привет. Да, рождественские вечера будут. Скоро у нас будет интернет, и мы будем читать ваши комментарии. Да. Прям, ну, можно сказать, в прямом практически эфире. Потому что избушка у нас без интернета, без связи, но я надеюсь, скоро все исправится и скоро все будет красиво. И надеюсь, я уже такого отставания не будет по комментариям. Ну, роликов 6-8, наверное, или 10 даже, не отвечаю. Ну, некогда, в принципе. Не то, что никогда, невозможно. Да. Потому что мы больше времени проводим здесь в избе. Ну, жизнь в избе это тоже классно, да? Дома это так не... это- Здесь можно покричать, соседи не... Можно пошуметь, соседи ничего. Ну, только мыши, если обижаются, пусть простят. Только мыши шуршат. Степ да степ кругом. Так что... Вот так вот живем, да?
Нормально. Скажи, Григорьевич, вам бы жить так? Да. Жить да не тужить. Все круто, ребята, все круто. Все, скоро. Нам такая жизнь нравится. Да. Скоро Я согласен. стипендия. Перебьемся до стипендии. А там... А я уже потратил стипендию. Да. Так. А у нас что осталось? 2 котлеты, 2 яйца. Все уничтожаем Да. и ложимся спать, правильно? Так точно. Музыку послушаем и будем спать. Под музыку. А завтра рабочий день. Да, завтра будем... Хороший день был сегодня. Отличный, отличный. Идет съемка? Да. Доброе утро, Григорий. Здравствуйте, пожалуйста. Слушаем погоду. По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем в республике ожидается облачное с прояснениями погоды. Большие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер Дождя? Дождь. 5-10 метров в секунду. В отдельных северных районах порывистый. О, Метель. метель. Температура воздуха 0-5. В отдельных южных районах Ночью снег шел. 10 градусов. Ну такой, тихо, В ветра 6 нет. часов утра температура воздуха была -5 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Высокой. Относительная влажность воздуха 100%. Ветер западный 1, порывами 6 метров в секунду. Ерунда, 6 метров. В Сыктывкаре ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-западный Как вы слышали, ожидается метель, 5-10 метров в потепление, даже дождь местами. Вот такая вот у нас зима. Да, на севере. Да, ну а что, мы позавтракали. Опять же у нас была яичница, котлеты, рыбные котлеты. И вперед. Река зовет. Да. Окунь там бьется об лед. Головой, блин, я одного поймал, он такой весь в синяках, блин. Что такое, блин? Здравствуйте. По информации регионального управления Поехали на речку. Роспотребнадзора, в Коми Да, там 92 встретимся. человека привезли COVID-19 И покажем мастер-класс, скажи, да? Да-да-да, как ездей. На удочку ловите, а не на продольник. сообщают об этом и проходят. Так, ну что, Иван, посидим на дорожку. Да, присядем перед Сядем, дорогой. все собрались, все убрались. Все развесили. Матрасы, одеяло, подушки. Чтобы мыши не писали, не какали. Все в порядке. За собой оставили полный порядок. Чуть фонарь не забыл. Дрова Су- есть. запас. Сухие дрова, береста, сырые дрова. И вот еще сколько дров. Тут запас не на одну неделю. Он. Вот наш мешок рыбы. Вдвоем еле подняли. Это наш улов с Иваном Григорьевичем. Еще есть участок один, надо проверить. Там еще мешок. Да, в общем, расклад такой. Рыбы-то мы наловили. Снимать не получилось, потому что, вон, как видите, заряжается экшн-камера сейчас уже. На нижнем участке попалось 5 язей, да, нам? Да. 5 язей. Камера, я не знаю каким способом, включилась в кармане. И пока мы ловили ершей, которых мы не поймали, пробовали там, потеряли опять же весь день до 12. Я не знаю, что за аномалия. Ершей. Да ерш, пропал ерш. Пропал ерш, нигде ни одного ерша Красную нету. книгу заносил. Поймали 5 или 6 небольших окушков. А, нет, штук 8, наверное, да, поймали? Да. Насадили вот таких окуней уже, ну, чтобы хоть что-то было. Вот. Не пустые. Да. И теперь живцов у нас нет. Закончились все живцы, мальки закончились. Там осталось, может быть, штук 10-15, не больше. Так что я не знаю, как мы будем просто проверить. И Да, которые есть живцы, есть, нет, так будем снимать. конечно. Ну, сейчас камера немножко зарядится, надеюсь, покажу вам что-нибудь. Опять же, конечно, в надежде на трофейного. Вчера порадовал. Второй трофей уже на этом сезоне. Да.
Так что встречаемся на палках. А этой избушке скажем до свидания. Спасибо за тепло, за уют. Отдохнули, 3 ночи провели здесь. Все шикарно, все четко, все хорошо. Прощаемся ненадолго. Пару дней дома отдохнем. И опять же вернемся сюда. Ну а теперь встречаемся точно на Печоре. Так, ну чё, пошла проверочка. Что нам сегодня даст проверка? Опа, кто-то вроде дергает. Язь. Один язёк уже есть, Иван. Один язёк уже есть. Только чем насаживать будем? У нас живцы закончились. Вон. Все живцы, что остались. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Без живцов мало надежды будет, что попадется что-нибудь. Опа, кто-то дергает. Кто-то дергает, кто-то дергает. Опа. Успел! Успел, говорю. Ну, сорвался в лунке прямо. Язь, но пришлось руки мочить. Чуть-чуть бы и ушел. Он как свет увидел, резко сиганул и сошел прямо в лунке, блин. Резкий, как понос детский. Так, и что? У нас все. Мальки кончились, все. Вон один дохлый малек остался. И все. И все. Я не знаю, если нарезку не будем, может рыбу на куски порежем. Давай попробуем нарезку сделать сейчас. Так, Иван Григорьевич приготовил палку и говорит, кто-то дергается, потому что течения нету, а палка, говорит, шевелится. Да, гуляла. Изредка. Вот гуляла палка. Че, смотрим? Да, конечно, а то идет. Течения ж тут нету сильного. Что-то никто не чувствуется. Ушел уже, да? Шел. Нету никого. Вот был. Был и сплыл. Потому что я видел. Так, а тем временем я приготовил нарезку. В общем, попробуем половить на язя. Он разрезал 2 язей, 2 подъязков, таких небольших. И попробуем. Пусть лучше пусть нарезка будет, чем пустые крючки. Хоть какая-то надежда. Хотя надежда маловато, конечно. Наш налим не очень-то это любит. Ну, ладно. Посмотрим, что у нас получится с этой нарезкой. Вот так вот. Нужен очень большой налим. Так, натяжка.
Краешка есть. Походу язёк. Он самый. Так, третий язь. Ну, теперь на следующей проверке точно уже не будет этих язей. Потому что нарезку язь точно есть не будет. Будет только налимы. Опа, что-то есть. Ой, красавчик. Давно он нас ждал. Да, он заждался, говорит, что же это? О, красавец какой, Да, крупный, вот крупненький. Да, это я. Сегодня, смотри, хорошенькие все. Да. А напутал-то за 2 дня, господи. Ну, Вчера в темноте забыли, да. не проверили эту палку. Вот он с вчерашнего дня уже, бедолага, тут накручивал тут. Так, что-то вроде бы есть. Чувствую натяжку. 2. Ха-ха. Двойка. Двойка. Ага. И один такой хороший вообще. 2 язя. 2 язечка, 2 браточка. Раз. 2. Энскадан. Напутали-то. Чего-чего язя на Печоре хватает. Так, вроде кто-то дергает. Язечек. Этот небольшой. Так, и тоже запутал все. Так, что-то есть. Язёк. Полез я в кузовок. Блин, ветер поднялся еще. Не в тему вообще. Прямо в харю. Опа, опа, опа. Что-то есть. Ух ты, ух ты, ух ты. Опа, красавчик. Толстячок. О, под килограмм, наверное, точно будет. Сегодняшняя проверка тоже язями. Нас не обделило, как вчера. Язевое место здесь, походу. Главное, не пустые, то хорошо. Сейчас посмотрим, что у нас на нарезку попадет. Представляю. Нарезка отработает, пойдут налимы. Может, тогда ершень надо искать? Да не, навряд ли. Посмотрим. Видно будет. О! Ой, еще и крючок взял, блин, все. Да, надежда. Надежда, но... А вдруг, да? Да, что, конечно. Почему бы и нет? Чудеса. Бывает. О, язь. Где-то язёк, походу, слышно. Золотой. О, смотри, как слабо уже зацепилось. Так раз, и все бы уже. Да. Но ему не повезло. Ну, судьба. Судьба. Так, у нас что, нарезка закончилась? Надо опять резать. И так, прямо вон, сбоку, режь его. Так, чик-чик на ширину пальца. Эх, Так. хвост вот так отрежу ты.
Да не, хвост-то не стал. И пофиг. Ну дай нам лима, дай нам налима. Много не просим. Килограмм на 8. Да, килограмм на 8. Ясик нет. Не. Вот там на лиме будет, наверное. Не знаю. Не обещаю. Не обещаешь, да? Не. Сегодня надежды на налима мало. Мало, все там. Вообще, блин. Я сам его насаживал. Я его и достану. Я его и достану. Давай хоть здесь. Доставай налима. Эх, блин. Хыт, хыт. Не ломай. Ну-ка. Не. Стоп. Стоп. Старайся, чтобы висело. Во-во-во-во. Иначе колбасит течение. Иначе будет колбасить. Опа. Опа. Ох, тяжелый. С култышкой-то, конечно. Тяжело идет. Ох, и тяжело идет. Придется как удочкой, блин. Пусто. Эх, никто не дернул ни разу. Где ты там? Свободно. Никого? Вверху почему-то. Никого. И целые, видишь? Не съели. Хорошо. Ешьте дальше. Не, сейчас поменяем нарезку, поставим. Зачем? Не надо. Так они испортятся, их никто не возьмет так. Возьмет. Налим любит порченые. Да? Да. Ну любит все, с душой. закончили проверку. Да. Сколько вон, язей. Десяток-то точно есть, если не больше. Да. Крупненькие есть. Короче, там снизу было 5 язей, здесь 10, грубо говоря. А что думать-то, блин? Ну-ка высыпай, да пересчитаем. Долго ли? Язевое царство. О, красавцы Раз, два. какие. Ага. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я же говорю 10. 5 там, 5 здесь. 5 там, 10 здесь. А, Нет. 15 язей сегодня поймали, Ага. получается. Этот вообще кабан, блин. И второй вот такой же, да? так Вот. они, так вон, и этот же такой. Ну вот. да. Под килограмм, наверное, Они близко. одинаковые. Вон. О, Ага. это же вон, даже Крупнее, больше. крупнее, но. Ага. Вот Вон, этот такой. кабан тоже. А. Третий кабан. А И это тоже хороший. такие. Все Нормальный. тут. Один только поменьше. Там один пацан замешался до призывника. Нормально. Все хорошо. Прекрасно. Не пусто же. Мы и так сегодня уже план перевыполнили. О, перевыполнил вообще. Сейчас делиться будем, охренем. Сколько там? Килограмм, наверное, по пуду нарыло точно есть. Если не больше. Ладно, все, встречаемся на подведении итогов. Вот какие итоги. Ах, красавчики, иди сюда. Сегодня больше не будем рыбачить. Да? Нет, все. Ну вот, наконец-то мы и приехали. Я говорю, наконец-то и приехали. Самое приятное это подведение итогов. На, Иван Григорьевич, подержи-ка. Я не знаю, поштучно считай, тут замучаешься. Зачем штучно? Вот так, теперь не видно. Палец убери, Который? мизинец свой, ты закроешь. Вот. Ну как-то вот так. Рыбалку закончили. И у нас две такие здоровенные кучки. Правда, с налимами вышло туговато. Вот только вот раз. Ну, килограмм с чем-то. Там тоже такой же. И два небольших. Ну, еще два маленьких, которые заглоты были. Зато язя хватает. Сбился со счету, но где-то примерно
Здесь 20-то человека, это точно, я здесь 40 есть. Могу, тут ровное количество, давай посчитаем. Раз, А пусть. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Фу, больше даже. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. По 26 язей на брата, короче. Ну, Окуньки тут Иван Григорьевич подергал с озера. Нормально. Тут, если по весу взять, это будет приличный вес. Так что я считаю, рыбалка удалась. Вот такая вот щучка тут есть. В этой кучке. Вон тоже налимчик есть вот такой. Нормально. Поделил поровну. И теперь по традиции Иван Григорьевич у нас отворачивается и выбирает. идет за машину. Идет за машиной. Так. А я возьму на этот раз рукавицу. Не веточку, а рукавицу. Так. Я куда кину, ты скажешь Гений или Ваня? Видите, да? Кому рукавица? Рукавица Гения. Значит, вот это куст. Левая кучка мне, правая кучка Ваню, Ивану. Так что у тебя правая кучка на этот раз, у меня левая. Ну вот и все. Еще одна рыбалка завершена. С отличным уловом, скажем так, с отличным уловом на этот раз. Едем домой, отдыхаем пару дней. И мы опять сюда вернемся. Сейчас один участок насадил на нарезку язя. Посмотрим, клюнет, что не клюнет. И, конечно же, будем искать ершей. Потому что без ершей, как вы видите, долбит только язь. Да. Ну, язь тоже рыба. Отличные котлеты, отличные консервы. Котлеты брали на рыбалку. Применение мы ему найдем. Так что всем пока, всем до свидания. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Иван Григорьевич, помаши ручкой. Будьте здоровы и рыбачьте. Скоро увидимся.